Друзья, рад вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 7 октября 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Карта дня у нас 4 кубков выпадает. Что будет помогать? Рыцарь жезлов. Что будет мешать? Отшельник. Давайте достанем карту сразу для отношений, для работы, для финансов, для здоровья и как итог дня. Итак, у нас выпадает 4 кубков как карта дня. Давайте посмотрим, что же день обещает. Вообще у нас 4 кубков карта отдыха, карта, когда нужно сэкономить энергию, да, не растратить ее на лишнее. Особенно ни на какие ссоры, споры с близкими людьми, с окружением, да. И вот, может быть, сегодня желательно бы посвятить день тому, чтобы понять, что же нам от жизни нужно на самом деле. И когда мы будем на этом сконцентрированы, то не сможем пропустить то, что может жизнь нам подарить, подсказать, какой-то знак дать, да. Вообще 4 кубков у нас карта больше всего связанная с чувствами и с близкими отношениями. Больше всего именно это дает нам сегодня опору в жизни, больше всего это дает уверенность в себе и вот желание что-то в этом направлении делать. Да? То есть больше всего это связано с семьей, но также и со здоровьем, с тем, что мы едим и что мы пьем, какую одежду носим, да, вот сегодня день требует какой-то простоты, хочется отдохнуть, побыть иногда наедине с собой, наедине с друзьями, с близкими людьми и, может быть, заняться своим здоровьем, да, и хорошее время для того, чтобы, может быть, домашним делам посвятить больше времени или тому, что для дома нужно, может быть, это какие-то покупки, да, которые позволят нашему дому стать уютней, чтобы мы смогли расслабиться и чувствовать себя хорошо, прекрасно, да. Также вот могут решаться, кстати, некоторые вопросы с домом, с недвижимостью, с землей, с гаражами, да, вот все, что к нашей собственности относится, особенно если вы когда-то думали продавать, покупать, как-то решать вопросы с ремонтом, с покупками для дома, вот сегодня могут быть какие-то предложения как раз вот на эту тему. И, может быть, вы уже даже давно перестали на эту тему думать, а предложения приходят. Вы можете даже не обратить на это внимание, потому что считаете, что, может быть, сейчас не время, или, может быть, вы уже передумали, да. Но вот все-таки стоит обратить внимание на то, что сегодня предлагается. Скорее всего, это вам каким-то образом может пригодиться. Также это карта окончания какой-то ситуации, это окончание большого дела, это окончание ссоры, конфликта, это окончание одного периода, начало другого, да, в общем, все равно здесь вот что-то такое заканчивается, очень важное для нас, и мы пытаемся это осознать. Могут также подъемы и спады настроения быть, и неустойчивость какая-то, вот переменчивость какая-то может быть сегодня в настроении и вообще в событиях. Может быть какая-то ситуация с родителями связана или ситуация между родителями и детьми, которая требует как-то обдуманного подхода. Если вы хотите сегодня что-то скрыть от других людей, то, скорее всего, это удастся, да, и, может быть, даже окружающие люди не заметят того, что вот вы как-то сегодня не так себя ведете. Или наоборот, вы можете сегодня что-то найти, там, спрятанное. Допустим, бывает так, что мы что-то положим, да, и забыли куда. И вот сегодня может это на глаза попасть. И время для того, чтобы, может быть, подумать о работе на дому тоже, да, как-то свои творческие способности, наклонности попробовать выражать вот либо в семейном деле, да, либо просто вот работая дома, может быть, удаленно работая. В общем, что-то здесь такое может быть очень сильно зацепленное на дом, на близких людей.
Так, дальше, что будет помогать? У нас рыцарь жезлов. Рыцарь жезлов – это карта, когда мы успеваем везде. И с одной стороны, нам карта дня дает такое спокойствие, умиротворение и желание сохранить энергию. А что будет помогать? У нас рыцарь жезлов, он наоборот тратит энергию, да? То есть, может быть, нужно разумный баланс соблюдать. Если действительно какие-то неотложные дела, нужно их быстро и точно исполнить, да, а потом вот дать себе время отдохнуть. Либо между делами устраивать себе передышки такие, когда мы восстанавливаем силы. То есть должно быть равновесие. Потратили силы, восстановили, потратили, восстановили. Ну и, конечно же, здесь может быть предложение какое-то связанное с чувствами, да, может быть, предложение руки и сердца для кого-то неожиданное. Или, может быть, встреча с человеком, который вот с первого взгляда понравится. Или какое-то предложение в плане дел, в плане деятельности, тоже какое-то очень важное предложение, которое нам может, как сказать, пригодиться, да. Но вот смотрите, мы можем здесь не всегда либо правильно, можем неправильно отреагировать, или можем не придать значения, да. Вот, скорее всего, здесь это что-то важное, то, что в будущем нас согреет, то, что в будущем пригодится. Обратить внимание на все то, что нам сегодня будет предлагать жизнь. Что будет мешать? Отшельничество. То есть, несмотря на то, что нам нужно экономить энергию, нельзя уходить от решения вопросов, от общения, от того, чтобы заботиться о себе, о своем теле, о питании и о чистоте своих мыслей. Отношения. В отношениях десятка чаш – это исполнение какого-то желания, какой-то мечты, связанной вот с вашими близкими людьми. Давайте посмотрим. Для тех, кто в поиске партнера, вот у вас может вполне быть встреча в каком-то государственном учреждении или встреча, связанная с какими-то делами, деятельностью, да, и в принципе эта карта может еще показывать о том, что наконец-то ваше одиночество нарушено, да, то есть перемена произошла, или может быть это помощь человека, какого-то человека в трудной ситуации, который может стать вашим близким. Для тех, кто в паре, шестерка жезлов. Замечательная карта, когда мы отмечаем какие-то победы, праздники, дни рождения, когда мы всей семьей, близким кругом, с друзьями собираемся, и у нас прекрасное настроение, да, есть что отметить, скажем так. Вот. И вообще, если у вас были какие-то сложности во взаимоотношениях, вот это прекрасный день для того, чтобы помириться, договориться, чтобы ваши отношения исцелились, да, перешли на новый уровень. Очень часто шестерка жезлов показывает, когда пара съезжается вместе, начинают вместе жить. Это может быть гражданский брак, это еще может быть не регистрация отношений. В основном так это бывает, да, вполне такое возможно. Для тех, кто вот только встречался, да, может быть предложение как раз жить вместе. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто в ссоре. Карта умеренность. Ну, если вы будете справедливо относиться к своему партнеру, если будете держать эмоции под контролем и уважать вашего близкого человека, то здесь примирение вполне может быть. Пятерка пентаклей у нас для работы выпадает карта. Карта кризисная и карта, когда мы можем ошибаться в оценке того, что происходит. Вот просто нас тянет почему-то сегодня в ту сторону, где как бы нам все вредит, да, то есть мы можем вступить в конфликт, мы можем что-то сделать неправильное, там ошибку какую-то, что повлечет за собой там штраф, допустим, или еще что-то такое. То есть карта призывает сегодня поднять свой энергетический уровень для того, чтобы вот находиться вот в правильном состоянии, чтобы не допускать вот этих ошибок, не притягивать к себе проблемы на работе. Для тех, кто в поиске работы, тройка кубков, вот при таком состоянии вы вполне можете найти себе работу, да, если вы вот в таком приподнятом настроении находитесь, так скажем так, на высокой волне, да, и вполне возможно будет работа подходящая, и, скорее всего, помогут друзья, близкие, окружение. Для тех, у кого есть уже работа, двойка пентаклей. Карта, в принципе, денежная. Карта, когда
мы стараемся все успеть и, может быть, даже и свое, и чье-то, да, дело сделать, то есть прихватить еще ответственности дополнительной. Мы пытаемся как-то адаптироваться, приспособиться. И вообще у нас двойка пентаклей – это карта общения, взаимодействия. Когда мы пытаемся любой контакт, любую договоренность, в общем, любое общение с людьми, кто бы они ни были, свести к близким, к дружеским, к доверительным. Для тех, кто своим делом зарабатывает, семерка пентаклей. Карта говорит о том, что очень много вы уже вложились, сделали, да, но сейчас еще нужно набраться сил для того, чтобы вот последний рывок сделать, до результата все довести, а сегодня может быть какое-то сомнение, правильно ли я делаю, ну, как бы в том ли направлении я движусь, да, правильно ли я выбрал партнеров, которые со мной рядом, не обманывает ли меня моя интуиция, не подводят ли меня друзья. В общем, могут быть какие-то сомнения, и здесь вот самое важное их не слышать, скажем так. Вот если вы уже получали какие-то результаты от деятельности, просто нужно добавить усилий и дождаться результата. Вот и все. То есть здесь не нужно поддаваться эмоциям. Для финансов выпала карта колесница. Хорошая карта для денег, но, скорее всего, здесь отсроченная выплата. Да? То есть сегодня вы можете заработать, а деньги получить в ближайшее время. Для тех, кто на зарплате, карта шут, может быть выигрыш какой-то, незапланированная какая-то выплата денег, да, или, допустим, назначена какая-то компенсация или еще что-то такое, либо может быть штраф за ошибки, за какие-то. Вот здесь будьте осторожны. А для тех, кто своим делом зарабатывает, девятка пентаклей, но здесь изобилие, здесь мы получаем то, что заработали, и не просто, допустим, заработали вот одним днем, да, а здесь как-то все работает на нас, и наше доброе имя, да, наша репутация, наш прошлый опыт, наши прошлые клиенты там могут нас рекомендовать и так далее. То есть здесь у нас, конечно, такая сумма опыта и сегодняшних каких-то усилий. Здоровье, король пентаклей, это вообще карта очень хорошего здоровья, когда мы все контролируем, когда мы правильно питаемся, когда мы стараемся как каждодневно заботиться о здоровье и так далее. То есть здесь у нас все под контролем, и мы стараемся быть как бы такими легкими, да, мы стараемся поддерживать правильный вес и так далее. То есть карта вот направлена на улучшение, и причем постоянная забота. Также, если кто-то болел, это карта выздоровления. Причем здесь выздоровление может быть полное, да, это не то, что вот какие-то остаточные явления, это полное исцеление, выздоровление, либо какой-то перелом сегодня произойдет в эту сторону. И итог дня четверка пентаклей, тоже четверка, карта такой стабильности, да, безопасности, и карта очень часто начальство, руководство, да, вот если это связано с работой. То есть, скорее всего, какие-то важные события сегодня будут происходить и в сфере деятельности, когда мы о чем-то договариваемся со своим руководством, получаем от него какие-то особые указания или, может быть, какие-то премии, поощрения, да, или сегодня день, когда нужно денежку отложить, то есть не тратить слишком много. Может быть, это получится вот в конце дня сделать, да, то есть не только потратить на какие-то нужды свои, но и какую-то часть денег отложить. И вообще карта рекомендует подумать о собственной стабильности, безопасности, чтобы деньги были обязательно про запас, не на черный день, конечно, нет, а наоборот, на то, чтобы воспользоваться каким-то удачным случаем, когда он подвернется. То есть это как раз такие добрые деньги, хорошие деньги, которые вас поддержат. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!